Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Знатулина. И вот о чем сегодня в выпуске. Здоровье не купишь. У детей была температура, но нурофен мы не нашли. Почему в аптеках Казани пропал ряд нужных лекарств, выяснял Рамиль Шайдуллин. Христианский праздник Крещения Господня. Искупавшись в этой благословенной крещенской воде, все-таки будем более здоровы, чем мы сегодня есть и духом, и телом. Как его встречают татарстанцы, расскажет Иван Сарафанов. Здесь все как в их работе. Как в Казани проходят всероссийские соревнования МЧС по пожарно-спасательному спорту, увидела Вероника Гайнудинова. Недовольны перестановкой. Собираются на эту грязь голуби и прям к окошку прилетают. Почему в Казанском дворе обострилась мусорная проблема и как собираются ее решать, узнал Дмитрий Аринин. Вслед за Максиклавом из аптек пропал и детский нурофен. Жители Казани продолжают искать в городе популярные и некогда доступные лекарства. Первым стал антибиотик широкого спектра Максиклав. Месяц тому назад мы рассказывали, как его раскупили в разгар сезонных заболеваний. С тех пор на полках его нет. Пропала и популярная детская жаропонижающая нурофен, гормональные, противоопухолевые препараты. Фармацевты говорят, сейчас некоторых лекарств нет даже на складах. В причинах разбирался Рамиль Шайдуллин. Лекарств действительно не хватает, особенно антибиотиков. Дания Халисланова снова пытается купить популярное, но уже малодоступное лекарство. Этот эпидсезон стал для ее семьи настоящим испытанием. Малыши простыли, а мама сбилась с ног в поисках жаропонижающего. У детей была температура, но нурофен мы не нашли. Найти препарат попытались и мы, но обойдя ряд разных аптек, слышали примерно один и тот же ответ. Нурофен детский есть? Вообще? И не будет? Я не знаю. Тоже нет. А бывает? Тоже редко. На складе нет, что ли? В одной из крупнейших аптечных сетей нам посетовали, жаропонижающее не завозили еще с прошлого года. С того года вроде бы. С того года не возили больше. С декабря, да. А в другой аптеке заявили, лекарства завозят, но так мало, что его сразу раскупают. Периодически приходит, потом его быстро раскупают. Это же все зависит от поставок на складе. А пока на складе нет, да? Пока его нету, видимо, да. Впрочем, нурофен – это и не единственный препарат, который казанцы уже давно ищут. Дефицит стал ощущаться еще осенью прошлого года. Кто-то говорил, лекарства в больших количествах скупали для мобилизованных. Кто-то объяснял высоким спросом из-за эпидсезона. Наверное, с антибиотиками в основном. Наверное, вы уже знаете, может быть. Слышал, да. А Максиклав, там Супракс. Как оказалось, это импортные лекарства из Словении, Нидерландов, Британии и других стран Европы. Популярностью пользовались и медикаменты из США. Среди них и привычные жаропонижающие, и серьезные гормональные, а также противоопухолевые препараты. Почти у всех есть отечественные аналоги, но покупатели считают, не все из них обладают такой же эффективностью. Ферменты для ребенка. Когда не перерабатывается лактоза, мы покупали ферменты. Был только российский производитель. Мы пробовали, нам не помогло. Почему же лекарств становится меньше не только на полках, но и на складах? Ответ на этот вопрос мы получили в Росздравнадзоре. Все объясняется проблемами с доставкой. В связи с повышенным спросом на отдельные лекарственные средства в настоящее время могут происходить временные задержки доставки необходимого количества препаратов в аптеке, связанные с логистическими проблемами поставщиков и производителей. При этом дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставки лекарств в аптечные организации. Но при этом есть дефицит некоторых лекарств. Другие популярные препараты зарубежного производства всегда в наличии. Которые есть, которые нет. То, что мне надо было, я все покупаю в аптеках. Мне обычные нужны были фистал, ножпа, так что они есть в любой аптеке. Татарстанцев, имеющих федеральные льготы, обеспечивают по линии Минздрава. Остальным остается ждать, когда спадет спрос и аптеки вновь сформируют нужный запас. Мы направили запрос в Министерство здравоохранения. С нарушением логистических цепочек мы столкнулись почти год назад, и проблем с лекарствами не было. А 4 месяца назад этот вопрос стал болезненным. Так когда же медикаменты появятся в аптеках и будут ли стабильные поставки? Рамиль Шайдуллин, Сан Саитова, ТНВ, Казань.
В Азнакаево сегодня дети учились дистанционно, не работали и несколько детских садов. Довольно прохладно с утра было и в квартирах горожан. Причина в аварии на магистральном трубопроводе в центральной котельной, которая случилась накануне вечером. Без тепла остались 20 тысяч азнакаевцев. Это 186 многоквартирных домов. Как сообщает исполком города, управляющие компании всю ночь следили за системой теплоснабжения в многоэтажках, поскольку в 22-градусный мороз трубы могли лопнуть. Холодно стало в 8 школах, 16 детских садах и центральной районной больнице. Теплоснабжение восстановили к полуночи. Батареи постепенно начали теплеть, однако с утра в образовательных учреждениях температура была не совсем комфортной. Тепло сразу до, квартир и до социальных учреждений сразу не дойдет, поэтому утром еще будет дискомфортно и прохладно. Мы приносим, конечно же, извинения нашим гражданам. Поэтому принято решение, что занятия в школах отменяются и занятия будут дистанционные. И посещения детских садов тоже не будет. Сегодня в Верховном суде продолжилось рассмотрение дела о трагедии в Казанской 175-й гимназии. В первой половине дня сторона обвинения зачитала 20 показаний учеников 2, 3, 5 классов. Все они 11 мая были на уроках. Так, 5 А во время нападения находился в кабинете математики на 4-м этаже. По показаниям учеников ключа от кабинета не было, но учитель после оповещения через громкоговоритель успела забаррикадировать дверь шваброй. На сам процесс потерпевшие не пришли. Их законные представители оповестили суд, что они не против оглашения показаний без их присутствия. После обеда слушали показания учеников других классов. Родители несовершеннолетних пояснили, что не хотят вспоминать и заново переживать события того дня. В связи с этим, согласно закону, мы имеем право огласить эти показания, что мы сегодня и сделали. В настоящее время по уголовному делу идет судебное следствие, исследуются письменные материалы дела, идет допрос потерпевших, свидетелей и оглашаются показания потерпевших и свидетелей. Старая бойлерная перешла в частные руки, из-за чего мусорную площадку перенесли чуть ли не туда, где играют дети. Жители одного из домов по улице Шамиля Усманова в Казани недовольны такой перестановкой и просят принять меры. Они уверены, весной и осенью здесь будет грязь, а летом запах и разлетающийся по всему двору мусор. Что им ответили в управляющей компании и в администрации района, знает Дмитрий Аринин. Раньше у нас помойка была, где вот забор стоит, сейчас огородили. Как говорят жители 12-го дома по улице Шамиля Усманова, под Новый год они получили неприятный подарок. Контейнерную площадку с привычного места перенесли на несколько метров. И самый большой бункер оказался практически там, где играют дети. Она как бы загороженная даже территория для мусорных баков была. А сейчас вынесли все сюда. А почему сразу к подъезду или в квартиру нам не поставили баки? Голуби сейчас уже к нам в окно лезут, потому что они тут собираются на эту грязь. Голуби. И прям к окошку прилетает. Казань красивый город, к нам приезжают туристы. И очень отрадно видеть этот рост. Но когда на местах вот здесь, не продумавши ситуацию, что-то городят, это уже не есть хорошо. Будут все пакетики здесь летать. Так и летает. И сейчас в данный момент летают. Надо, чтобы управляющая компания перенесла куда-нибудь в другое место эту помойку. Как объяснили в администрации района, здание бывшей бойлерной и прилегающий участок, где раньше стояли мусорные контейнеры, купило частное лицо и площадку для мусора перенесли. Для того, чтобы это было максимально удобно и комфортно жителям, решили убирать не так далеко, поставить рядом же, но закрытого типа, более аккуратную, красивую. И на данный момент бункер, отсек для бункера еще не доделан. Контейнерная площадка еще будет доделываться. После того, как здесь будет огорожена площадка с 3 сторон, бункер постоянно будет стоять на этом месте. В управляющей компании пообещали, большой бункер будет стоять в один ряд с контейнерами, и его тоже сделают закрытым, чтобы мусор не разлетался по всему двору. Видимо, сегодня водитель перевозчика установил ее ближе к детской площадке. Эту историю мы с перевозчиком совместно отладим, чтобы контейнер стоял в отведенном для этого месте. Полностью завершить строительство контейнерной площадки обещают в течение месяца. Как говорят, работы приостановили в связи с морозами. Дмитрий Айринин, Вадим Маларионов, ТНВ, Казань.
В Татарстане взрослые стали чаще получать инвалидность по онкологии, а дети из-за сахарного диабета. Сегодня итоги прошлого года и задачу на этот обсудили на коллегии Главного бюро медико-социальной экспертизы по республике. Она прошла с участием вице-премьера Лейлы Фазлиевой. Количество взрослых, которых в 2022 признали инвалидами, осталось на уровне 2019. А вот детская инвалидность выросла. Беспокойство вызывает тот факт, что молодеют болезни эндокринной системы. За последние 8 лет вдвое выросло количество татарстанцев младше 18 с диабетом первого типа. За прошедший год проведено порядка 94 тысяч экспертиз. В 2022 инвалидами при первичном освидетельствовании признаны более 16 тысяч татарстанцев. Выросла доля тех, кто получает первую и вторую группу. Среди основных причин инвалидности – онкология, болезни системы кровообращения и костно-мышечной системы. Все чаще первичную инвалидность получают дети – почти 2000 юных татарстанцев. У детей на первом месте у нас идут психические заболевания, из года в год остается. На втором месте болезнь нервной системы у детей тоже из года в год, это вот на второе место занимает. Третье – это врожденные аномалии. Врачей беспокоят молодеющие болезни эндокринной системы. Это общемировой тренд. С 2014 года, когда вот я начала отвечать за детскую эндокринную службу в Республике Татарстан, количество пациентов до сегодняшнего дня практически удвоилось. В 2014 году их было 750, на 1 января 2022 года у нас было зарегистрировано 1489 пациентов. Экология или стрессы – причины болезни пока не исследованы. Нет ни лечения, ни методов профилактики. А еще не хватает кадров. Детских эндокринологов в республике всего 28. Больше половины из них в Казани. Для решения проблемы запустили бесплатные курсы, которые могут пройти педиатры или взрослые эндокринологи. Но пока без особых успехов. Ряд районов не направили своих специалистов для обучения, организованного в рамках национального проекта, имеющиеся возможности не использованы. На самом деле это наша работа, межведомственная работа с муниципальными образованиями. Не направили специалистов. Почему? Направили, обучили, где работает специалист. В случае, если специалиста нет на местах, у нас с вами есть мобильные поликлиники, которые являются брендом Республики Татарстан. Если раньше первичную детскую инвалидность чаще получали малыши до 3 лет, сейчас от 4 до 7 – это 33%. Настораживает, что при этом растут врожденные аномалии и пороки развития. Что у нас высокие технологии, у нас скрининги, у нас неонатальное сопровождение и так далее. Я попрошу Минздрав Республики Татарстан совместно с медико-социальной экспертизой разложить мне в качестве справки для того, чтобы мы могли проанализировать, в чем причины, что у нас есть такой вопрос и есть этот рост. Предстоит выяснить и причины плохих показателей в отдельных районах. Так, уровень первичной инвалидности детей в Сармановском, Пестричинском, Верхнеуслонском и Кайбецком гораздо выше среднереспубликанского. С чем это связано, намерены проанализировать в правительстве республики. Лена Знатульна, Игорь Романов, ТНВ Казань. Деревьев напилили ужас сколько. Чем мэрия объясняет береговые работы на Казанке, выясняли журналисты интернет-газеты «Реальное время». Рустам Минниханов сегодня находится с рабочим визитом в Туркменистане. Это его первая зарубежная поездка в этом году. Повестка дня насыщенная. Встреча с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, участие в пленарном заседании Российско-туркменского бизнес-форума, в церемонии закладки главной мечети Ахалского вилаята в городе Аркадак. Также президент планирует посетить сервисный центр КАМАЗа в Ашхабаде. Рустам Минниханов уже встретился с председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулой Бердымухамедовым. Сегодня крупные промышленные компании Татарстана успешно работают в Туркменистане. Это сотрудничество в нефтедобыче, нефтепереработке, машиностроении и других сферах. Как отметил Гурбангулы Бердымухамедов, для них имеет важное значение сотрудничество с республикой, как с одним из регионов России. Очень эффективно работает. Руководитель в рамках наших российско-туркменских вот таких дружеских стратегического партнерства отношений появилась очень хорошая возможность, в том числе и межрегионального сотрудничества. Здесь Татарстан один из ведущих субъектов России, активно участвует во всех этих процессах. Ну и, конечно, я отдельно хотел бы поблагодарить вас, уважаемого президента, за то отношение, братское отношение Татарстана, которое оно было и есть сегодня. Очень много делалось вопросов торгово-экономической сферы. Нам отрадно то, что авторитетные
компания Татарстана сегодня осуществляет свою деятельность по всем направлениям. Вы, как и руководитель стратегической группы «Россия. Исламский мир», мы вам благодарны, то, что вы завтра будете участвовать на наших торжествах. И сегодня Рустам Минниханов выступил на Туркмено-российском бизнес-форуме. В нем принимают участие более 300 представителей госорганизаций и частных компаний. Российскую делегацию возглавляет Михаил Мишустин. Премьер высоко оценил динамику сотрудничества между Татарстаном и Туркменистаном. Рустам Минниханов в своем выступлении подчеркнул, республика, как один из ведущих промышленных регионов России, активно участвует в развитии отношений между странами. Агрыз возглавил Ленар Нургаянов. Сегодня на районной сессии на него возложили обязанности руководителя исполкома. Кандидатуру депутатам по предложению Рустама Минниханова представил Фарид Мухаммедшин. Напомним, прежний глава района Азат Валеев, который работал с середины 2020-го, ушел в отставку. Он выразил слова благодарности руководству республики за всемирную поддержку инициатив района. По итогам минувшего года валовой территориальный продукт вырос и составил 8 миллиардов рублей. Безработица опустилась до рекордно минимальных 0,27%. Фарид Мухаммедшин сегодня вручил Азату Валееву благодарность президента Татарстана. Ленар Нургаянов родом из Агрызского района, работал здесь на предприятиях АПК. Затем переехал в Елабугу и до недавнего времени возглавлял исполком района. Как отметил Фарид Мухаммедшин, за это время он получил необходимые компетенции и готов подхватить эстафету. Резервы развития района видят в увеличении производства сельхозпродукции и развитии туризма. В селе Красный Бор создается туристический кластер. После избрания муниципальным депутатом Ленар Нургаянов может стать уже главой Агрызского района. Уверен, с вашей помощью и благодаря присущим ему деловым и личным качествам, Ленар Фаридович, что называется, подхватит эстафету. Успешно справится с самыми сложными задачами во благо родного Агрызского района и его жителей. Уверен, что вместе с исполнительным комитетом города, района мы сможем участвовать во всех федеральных, муниципальных программах, добиваться успехов и работать во благо нашего района. Первая в этом году сессия Госсовета состоится 26 января. Это сегодня решили на заседании Президиума парламента. Встречу провел Фарид Мухаммедшин. В повестку внесли 15 вопросов. Это 4 республиканских и 9 федеральных законопроектов о градостроительной деятельности, санитарно-эпидемиологическом благополучии, изменениях в семейный и земельный кодекс республики. Главным вопросом станет отчет правительства Татарстана о работе в минувшем году. От депутатов уже поступило 36 вопросов, в основном об экономике и исполнении бюджета республики. Сегодня телерадиокомпания «Саба Дулкан-Нарэ» справила новоселье. Филиал Татмедиа открыл свои двери после капитального ремонта, и районка начала работать в совершенно новых условиях. ТРК здесь появилась в 2000 году. С тех пор таких масштабных преобразований не было. Превратить здание в современный телевизионный центр помогла инициатива главы Раисы Минниханова. Сейчас появились новые радио и телестудия. Новшества оценили руководитель республиканского агентства Татмедиа Айдар Салимгараев и председатель Союза журналистов Ильшат Аминов. Гости подарили коллективу компьютер, телевизор и сертификат на покупку мебели. Надеемся на то, что и другие главы районов вдохновятся и помогут с ремонтом своим редакциям. Желаю вам продуктивно работать, освещать события и найти общий язык со своей аудиторией. Это по-настоящему большой праздник. Вы все делаете красиво. А те, кто делает красиво, должны работать в достойных условиях. Это становится хорошей традицией. Надеюсь, мы по таким же приятным поводам посетим и другие районы. Желаю вам хорошо работать, сохранять нацию, людей и язык. В Буинском районе из роддома выписали супругу мобилизованного с сыном. Он стал одним из первых новорожденных в новом году в городе. Мальчика назвали Раяз. Бирку малыша с данными о росте и весе доставили в зону СВО и вручили отцу вместе с гуманитарным грузом. Супруга просила передать ее как оберег и напоминание о том, что дома ждут и любят. Поздравить маму маленького Раяза в городской роддом приехали родные и близкие, а также руководство района. Глава Ранис Камардинов вручил сертификат на покупку товаров для малыша. Обрадовался.
Ну, я смс-ку написала, а там же эмоций не увидишь. Ну, ждал, хотел сам встретить. Сейчас как получилось. Сегодня православные отмечают один из самых главных праздников – Крещение Господне. Утро для верующих началось с участия в божественной литургии в храмах Татарстана. Отсюда они отправились к купелям, где состоялся чин освящения. Накануне православные соблюдали пост и ограничивали себя в еде. Митрополит Кирилл богослужение провел в селе Аркатово Пестричинского района. В этом году погода на крещение была довольно благоприятной, аномальные морозы отступили. Желающих окунуться в купель было много. С ними пообщался Иван Сарафанов. Эта купель построена на святом источнике. Есть даже раздельные кабинки для мужчин и женщин. Александр Стасюк уже 20 лет окунается в ледяную воду на крещение. Водичка как парное молоко. Здорово, отлично. Десятки людей со всего Татарстана и даже других городов России сегодня приехали в село Аркатово Пестричинского района. Живописные места и родниковая вода всегда были точкой притяжения. Купаться не холодно все-таки? Нет, я уже много лет купаюсь. А сегодня вот только решил с утра поехать перед работой, искупаться, очиститься. Купаться не купаемся, к сожалению. Но умываться всегда умываемся, да, всегда. Наверное, замена. Говорят, вот еще вытираться нельзя, не вытираемся. После крестного хода к роднику митрополит Кирилл провел обряд освящения воды. Верующие считают, погружение в воду – это прикосновение к святыне. Окунулся в Иордань и глава татарстанской митрополии. Источник такой святой, сюда многие приходят за святой водой, поэтому надеемся, что и дальше Господь будет милостив ко всем нам, и будем пользоваться этой святой водой, исцеляться, обращаться к Нему, ну и ценить те святые места, которые во множестве есть у нас сегодня в республике. Окунулись в Иордань не все, но без святой воды никто не ушел. Даже выстроилась очередь. Набирать святую воду и купаться можно будет еще в течение недели. Источник находится рядом с храмом, который был воздвигнут еще в 1746 году. По легенде, именно здесь произошло явление Смоленской иконы Божьей Матери. По легенде, здесь было болото, и мальчики-пастухи здесь пасли коров на этом месте и нашли икону, плавающую в воде, и принесли ее Демиду Аркатову, владельцу села. И Демид Аркатов решил построить храм. Он на свои средства построил такой чудесный храм. Праздничный день в селе Аркатово начался с божественной литургии. «Призри с небесе Боже и вишь». Иван Сарафанов, Роман Фенин, ТНВ, Пестричинский район. 11 февраля в Казани состоится премьера татарской оперы «Кави Сарвар». Эта постановка победила во всероссийском конкурсе молодых композиторов «Партитура». Автор музыки Миляуша Хайруллина, автор либретто Айдар Ахмадиев. Оперу поставили благодаря поддержке Рустама Миниханова. О помощи авторы попросили президента в апреле прошлого года на встрече с татарской молодежью. И вот она, премьера. Опера рассказывает о жизни и любви выдающихся личностей татарского писателя, поэта-переводчика Кави Наджми и его супруги, татарской детской писательницы и переводчицы Сарвар Адгамовой. Судьба этой пары, она непростая. Мы знаем, что в 1937 год были гонения, их разлучили, судьба их разлучила. И именно вот эта история любви и преданности, она легла в основу данной оперы. В Казани стартовали соревнования по пожарно-спасательному спорту. Борьба за кубок премьер-министра Татарстана Алексея Песошина развернулась между спасателями из 18 регионов России. Бег, препятствия и подъем по штурмовой лестнице – все это на скорость. И с этим легко справляются как мужчины, так и женщины. Все элементы пожарно-спасательного спорта – это неотъемлемая часть профессиональной работы спасателей. Вероника Гайнудинова со старта соревнований. Внимание! Стартовый выстрел и первая четверка спортсменов срывается с места. Подъем по штурмовой лестнице – один из главных и сложных нормативов. Борьба идет на секунды. Сложности свои тоже, конечно, имеются. Все же делать технично, грамотно, аккуратно. Самое главное – без травм, без падений. Сегодня соревнуются женщины. Гаина Акопова в МЧС 2019 года. Она инспектор по боевой и физической подготовке спасателей. У нее лучший результат. Пробежала и поднялась по штурмовой лестнице девушка за 7,3 секунды. Это может быть с виду легко, но на самом деле там внутри столько эмоций. Нужно как-то перебороть себя. Конечно, ежедневные тренировки.
Впереди соревнования мужчин. К испытаниям все готовы на 100%. Все элементы пожарно-спасательного спорта – это неотъемлемая часть профессиональной работы сотрудников и работников МЧС России. Они все взяты из профессиональной деятельности. Эти соревнования, да, они показывают именно подготовку личного состава. Физически очень затратно именно труд пожарного. Потому что в боевой одежде, которая весит порой там и по 20 килограмм, нужно с собой и рукава, и пострадавшего вытаскивать из огня, из зоны бедствия. То есть физическая форма, я считаю, на первом месте. Соревнования МЧС на Кубок премьер-министра республики проходят с 2004 года. В этом году турнир собрал 250 участников из 18 регионов. Когда мы говорим о пожарно-спасательном спорте, мы очень четко все понимаем, что речь идет не только о спорте, а речь идет о профессиональной подготовке, о вашей постоянной работе. И, конечно, я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы бережете жизнь людей, за то, что вы всегда рядом в трудную минуту. Обладатель Кубка премьер-министра Татарстана определится по сумме лучших результатов всех участников команды. Победителей назовут завтра. Вероника Гайнудинова, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань. Это были все новости на этот час. Увидимся в 21:30. Сейчас с прогнозом погоды. На завтра вас познакомит моя коллега Диана Азгар. Передаю ей слово. Время новостей о погоде. В студии Диана Азгар. Здравствуйте. В республику начинает поступать более теплый воздух, и температура в Татарстане станет выше. По данным сервиса Яндекс.Погода, в пятницу в Бугульме, Бавлах, Азнакаево прогнозируются небольшие осадки. Ночью температура понизится до минус 17. Днем солнечно и около 10 градусов мороза. В набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге ночью до минус 15 градусов с небольшими осадками. В дневное время около 7 градусов ниже 0. Ветрено будет в Агрызе, Менделеевске, Актаныше. Ночью также ожидаются осадки и минус 16 мороза. Днем 9 градусов со знаком минус. Ночью снежно и около 12 мороза. В Арске, Кукмаре, Балтаси. Днем набегут облака и будет около 7 градусов ниже 0. В Болгаре, Дрожаном, Буинске без осадков. Облачно. Ветер до 11 метров в секунду. Ночью около 10 мороза. Днем значение на термометрах дойдет до минус 7 градусов. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше в ночное время до 14 мороза. Днем температура повысится до 9 градусов со знаком минус. В субботу заметного понижения температуры не ожидается, как и осадков. Санчи, сокровище китайской медицины, дает энергию, укрепляет иммунитет, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости. Санчи – источник энергии и долголетия. 20 января во всех аптеках Farmland на Санчи 20% скидка. Телефон для справок 8 927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. В Казани переменная облачность без осадков. Ночью около 10 мороза. Днем температура станет выше и приблизится к 6 градусам со знаком минус. Ветер ожидается северного направления, порывистый. Атмосферное давление повышенное, 773 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 72%. Магнитное поле Земли спокойное. На дорогах гололедица. Поздравляем всех православных с одним из главных праздников – Крещением Господним. В любви, благополучия, мира и тепла. До новых встреч!